Настоящий сабантуй развернулся сегодня на Сабинском Майдане. Гармонисты проходят круг почета и собирают подарки. Их привезли журналисты. На Майдане сотрудники всех 65 филиалов Татмедиа, а это более 1600 человек. Многие с фотоаппаратами, диктофонами и камерами. Это уже в крови. Обязательно запечатлеть увиденное. Этот праздник первый раз сабантуй журналистов. Лично отдыхаем, красивая погода. Мы очень довольны. Мы так-то видимся, если только на учебе, а здесь уж видимся, своих одногруппников встречаем. В медиаресурсе Татмедиа 98 газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиостанций, 79 сайтов. Они издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. Это большой ресурс в вопросах сохранения родных языков и культурного наследия народов республики, говорит Марат Ахметов. С первых дней начала работы нашей комиссии мы постарались с каждым изданием, каждым источником, каждой аудиторией именно найти общие какие-то проекты, которые могли бы серьезно повлиять на сохранение и развитие языка, поскольку ни от кого скрывать не будем. У нас духовные потребности, высокие потребности на собственный родной язык, он не присутствует. Поэтому вот этот вакуум мы должны были разными путями пытаться его наполнять, изменить отношение людей, а это без средств массовой информации практически невозможно. Одно дело помочь, другое дело, чтобы это было в пользу, да? Главный результат к юбилею – сохранение объемов подписки, говорят руководители Татмедиа. Пути развития районных и городских СМИ обсуждали на круглом столе. Если раньше ежегодно спрос на газеты и журналы падал на 10-15%, то в этом году он снизился лишь на 3%. Во многом помогли республиканские гранты. При поддержке комиссии по сохранению и развитию родных языков в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Это позволило создать 66 новых проектов. Направление, в котором мы работаем сегодня и хотим развиваться, это показывать людей, которые живут среди нас, и больше показывать, как события, которые происходят в мире, в России, в стране, отражаются в их жизни, и как они ее воспринимают, и вот, именно через людей давать новости. Наличие вот такой единый большой организм позволяет в сегодняшних условиях повышения, например, бумаги, повышение тарифов, каких-то сложных вещей, повышает вместе в одной семье жить и решать эти проблемы. Сегодня Татмедиа и без Татмедиа жизнь Республики Татарстан представить невозможно. Марату Ахметову рассказали, Татмедиа сейчас разрабатывает новые проекты. Это будет интересный для татарстанцев контент. Он станет еще одним шагом к развитию национальных СМИ. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Сабинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.